Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Ну что ж, у нас в Якутии наступило, наконец, жаркое лето, сезон туризма. И в последние годы у нас набирает популярность по всем показателям именно внутренний туризм. О том, где предпочитают отдыхать жители Якутии и гости из-за ее пределов, как решаются проблемы, какие есть нововведения, об этом сегодня поговорим с гостями студии. Но начнем с такого вопроса, как увеличился турпоток в этом сезоне, насколько по показателям вообще местные жители стали выбирать отдых у себя на родине, предпочитая его выезду за пределы республики. Тимур Юрьевич, пожалуйста. Туристический поток действительно растет. В прошлом году, по данным Сахастата, мы, наверное, рекордные показатели показали. 237 тысяч туристов посетило Республику Саха-Якутия. Это те люди, которые остановились в гостиницах. Именно в тех гостиницах, которые прошли классификацию, то есть имеют звездность. Звездность может быть нулевая, может быть 5 звезд, но у нас гостиницы стоят 4-звездочные, туристические базы 1-2-звездочные, либо 3-звездочные. Поэтому, если посмотреть на общий номерной фонд, он составляет 3000, то 1500 имеют классификацию. Соответственно, если пропорционально посчитать, мы в серой зоне видим номерной фонд более 1500, который показывает, наверное, 600 тысяч поток неофициальный. Это цифры для наших предпринимателей, которые могут и должны обрабатывать туристов и, соответственно, формировать определенную экономику. Но сюда в эту цифру включен также и так называемый деловой туризм, то есть командировочные тоже ведь входят. Конечно, да, обязательно. Здесь мы не различаем по видам туризма, это может быть любой вид туризма. Это просто те люди, которые остановились в гостиницах. Даже когда мы едем на отчет правительства, мы тоже формируем небольшую статистику. Она, конечно, маленькая, но тем не менее, сам факт. А откуда в основном прибывают вот из-за пределов республики? Из Москвы? Нет, не совсем. Я бы, знаете, как сказал, у нас самый большой поток туристов по данным МТС, а мы с ними взаимодействуем по геоданным. Это у нас Забайкальский край, это у нас Приморье, Магаданская область. Это те люди, которые уже не раз посещали, и мы видим уже повторные, и даже видим по этим данным, какие виды покупок они делают в общепитах, какие сувениры покупают, где передвигаются. Поэтому здесь аналитика больших данных очень большое дело сыграла. Ну, тут все-таки пандемия, наверное, сыграла свою роль, да, во время закрытия границ россияне наконец-то открыли для себя свою страну, и, в общем, видимо, им понравилось ездить по стране. Вот наши ресурсы, как они соответствуют? То есть сколько у нас туроператоров, какие виды туруслуг есть? Ну, как Тимур Юрьевич сказал, у нас есть понятие как теневой сектор экономики, так и официально работает. На сегодняшний день в единый федеральный реестр туроператоров входят 25 наших ребят. Это 25 туроператоров, которые представляют более 170 разных продуктов. Туристический маршрут, туристический продукт, это и есть непосредственно маршрут. То есть из точки А до точки Б с посещением определенных локаций. Во время пандемии у нас, наоборот, пошло стимулирование внутреннего туристического потока. Да, действительно. Появились новые маршруты, да? Появились новые маршруты, появились новые предпочтения. У нас, если туризм буквально лет 15-20 назад, это была история про активный туризм, то есть с рюкзаком, с компасом. Экстремалы, в общем. Да, на сплавах. То есть сейчас сектор услуг расширяется, она больше идет уже семейная, более молодежная. Дополнительно такие популярностью начали пользоваться такие ретрит-туры, их становится довольно-таки много. На сегодняшний день, по данным налоговой, более 90 предприятий имеют АКВЭД, туроператорская деятельность, но из них вот действительно официально работает по 25. Мы, как агентство развития туризма, как один из подведов министерства, работаем над тем, чтобы ребята имели стабильную выручку, максимально круглогодично, и чтобы они выходили уже на федеральный реестр. Одним из представителей как раз является у нас ООО «Феликс» Федор Федорович, благодаря которым у нас в этом году у нас появились первые авиапассажиры до Ленских столбов. То есть до Ленских столбов теперь можно на самолете долететь? Да. Абсолютно верно. Ну, я еще добавлю, наверное, да, вот кроме, конечно, организованных наших туристов, у нас в любом случае есть просто жители, которые решили поехать отдохнуть. Мы очень часто ездим вот по районам, и, к примеру, вот мы считали, в Амгу на выходные выезжает более 5000 машин. Да, это же тоже, скажем, туристы, которые выехали, отдыхают. Поэтому внутренний, скажем, поток туристов, он реально вырос за последние вот эти 2 года. И мы видим это, подтверждается это также нашими предпринимателями, которые их размещают, и также и в частных домах размещают. Поэтому здесь явное увеличение спроса внутренних таких мест отдыха. Ну и, конечно, все турбазы сейчас активно застраиваются, развиваются.
Ну вот количество маршрутов, конечно, впечатлило, которые вы назвали. А какие наиболее популярные направления? То есть раньше, понятно, часть была вокруг Якутска, центральная часть сосредоточена благодаря логистике. Традиционно Ленские столбы, конечно, и Аймикон, полюс холода. Вот как бы 3 было направления. Сейчас вот Амгава, говорите, Да, популярно сейчас стала. очень много направлений. Даже вот за этот год мы плотно работаем с горным районом, и они уже тоже готовы предоставить туры выходного дня. У них там есть место озера Матта, да, где они делают турбазу, и люди выезжают, купаются, отдыхают. Ну и агротуризм, где можно посетить сельскую, значит, местность, отдохнуть вдалеке от интернета. И вот таких предложений сейчас очень много, действительно классно, да. Пока едешь до полюса холода Аймикон, дорога-то не близкая. Не близкая, да. И по трассе Колыма предприниматели Стампонского района формируют придорожный сервис. Вот недавно Дарья Неустроева как раз получила займ по льготной ставке и сейчас осуществляет и свою мечту, и создает инфраструктуру для туристов. Поэтому это очень удобно, когда предприниматели вот так вот по пути, зная, что Аймикон в любом случае это точка притяжения, да, то есть каждый турист хочет побывать на Аймиконе, поэтому по пути они должны ставить вот такие базы, которые будут создавать комфортные условия для туристов. Потому что сейчас на федеральной повестке тоже очень большое внимание уделяют автомобильному туризму. А вот насколько, кстати, у нас изменился вообще за это время, изменился ли уровень сервиса? Но я скажу так, что если смотря с чем сравнивать, да, многие у нас выезжают и говорят: ой, у нас в Якутии тут, к сожалению, очень некомфортно отдыхать, да? Но если говорить о том, как мы развиваемся вот за последние 5 лет, то уровень достаточно поднялся. Возьмите, к примеру, сейчас открылись новые такие объекты, как Нарада или же Ленские столбы, да, напротив вот Ленских столбов, комфортное размещение, полностью все благоустроено, территория вся, значит, инфраструктура подведена, и таких объектов становится все больше и больше. Даже вот у Марьяны тоже, да, все спектр услуг есть, можно и отдохнуть в загородном доме. Она об этом, наверное, еще расскажет. Ну, вот хотели дополнить. Да, Да. как раз. Вот, я скажу, что буквально с 2018 года вот этот спрос пошел, потому что раньше люди просто выезжали в деревни, искали родственников, у них останавливались, когда хотели, а сейчас конкретно пошла тенденция искать базы отдыха, платить за это деньги, как за проживание, и пользоваться всеми услугами, как гостиницы. Конечно же, много баз сейчас и гостевых домов в последние годы построилось, и конкуренция стала нарастать в последнее время, так что у гостей, у жителей Якутии стал большой выбор. Но на выходные, в основном, конечно, они стараются выезжать на выходные, в пятницу, в субботу выезжают. Практически уже невозможно найти свободные дома, но в рабочие дни тоже пользуются достаточной популярностью. Федор, может, вы дополните сразу по маршрутам, да, наиболее популярным направлениям? Ну, как всегда, наиболее самый популярный наш маршрут – это Ленские столбы, как она визитная карточка Якутии. Сейчас очень хорошо идут тенденции гор, именно горный туризм. Это горные сплавы сейчас идут. И вообще Тампонский район, Восточная Хандага, Аймиконский район, Омский национальный парк, ну и Верхоянск. Есть, и сплавы хорошо идут. Пассиния тоже, да? Очень много сплавов. Это Амга, Ботама, Синяя. по реке Лена, Синяя, Кетаме. Вот в мае мы завершили сезон. Она как горная речка тоже считается. То есть это вот какие-то сплавы уже с элементами там сложности Да, какой-то, да, категорийности. Да, это категорийный сплав, он второй категории сложности считается. И горные маршруты, они, наверное, тоже тяжелые для неподготовленных туристов. Ну, это больше так. Ну, появление новых направлений, она тесно связана с дорожной и транспортной инфраструктурой. Например, буквально 2 года назад до Черепчи доехать за 2 часа это было нереально, а сегодня это реальность. Даже красные автобусы уже начали ездить. До Бердигостяха то же самое. Пару лет назад была построена новый асфальт, и сейчас благодаря этому люди даже просто купаться ездили вот на тех базах, которые уже Татьяна Александровна озвучила. Даже Окунево, Нижнем Бестяхе, сколько выезжали, Да, да. Они уже сейчас уверенно говорят о том, что мы хотим больше людей, чем в Амгуб выезжает.
Помимо этого, западная наша Якутия тоже развивается благодаря тому, что там транспортная доступность появляется. Сейчас, когда новый аэропорт получится, это та же самая Якутия, но прилетать туда на час быстрее можно. И оттуда уже Сунтарский улус, уже Ленский улус, Нюрбинский улус уже начинает свои аттракции продавать. И там появились у нас новые ребята, туроператоры, которые во время буквально на новогодних праздниках они полностью были проданы. Я тоже хочу добавить по данному вопросу. У нас, допустим, если на примере Ленских столбов посмотреть за последние 2 года, количество туристов в этом году немного снизилось. Это обусловлено тем, что коллеги из других районов, особенно я хочу подчеркнуть, это не только Амяконский район, это Намский район, это Горный район, это Амгинский район, очень сильно развили туристскую инфраструктуру. Сегодня есть место выбора, и этим самым все обусловлено. И это здорово. То есть теперь человек может поехать не только на Ленские Вот столбы, но именно. на Амгинские, на Если все раньше Симские. приезжали к нам, то Появился сейчас выбор. как бы идет тенденция. У нас пандемия, да, постпандемийный период дал огромную возможность, толчок развития внутреннему туризму. И этим нужно пользоваться, этим нужно гордиться, и это нужно дальше продвигать. И это на самом деле, как говорится, нет худа без добра, да, но на сегодняшний день я считаю, что это наоборот добро, и в этом плане мы здорово продвинулись вперед. И сегодня очень много желающих посетить не только Ленские столбы, но тот же Намский район, тот же Горный, ту же Амгу, помимо наших мастодонтов, как Киелях, допустим, Верхоянский, Верхояне и так далее. А вот если говорить о Ленских столбах, если раньше туда было, в основном только теплоходы, да, только Лена Турфлот, только вот эти маршруты комфортабельные на теплоходах. Сейчас какой там процент людей на теплоходах, какой процент людей, которые... Знаете, на самом деле, да, мы впервые в 2016-2017 году пробили автозимик под подножия Ленских столбов. Да, я Это ездила тот зимой. год был такой пробный, все как Эксперимент. бы опасались, приедут ли туда люди или нет. Но сегодня по статистике можно посмотреть, что если в 2017 году в зимний период нас посетило всего 4 тысячи, то в прошлый год это было около 17 тысяч человек. В летний период, к сожалению, за последние 3 года людей меньше ездит. Во-первых, это очень затратно. Речной транспорт всегда более затратный, да. Ну и, наверное, очень жарко, поэтому некомфортно. В зимний период почему так много народу? Потому что это более экономичный, бюджетный вариант. сел У в каждой машину, семьи доехал. есть машина, заправили 20 литров, 2-3 часа и уже на Ленских столбах. И зимний туризм, он очень популярен, и на самом деле мы будем делать все возможное, чтобы его с каждым годом популяризировать в рамках фестиваля, который у нас в республике проходит. Зима начинается с Якутии. В этом году мы впервые в прошлом году открыли зимний сезон с декабря. И я вам скажу, что и период новогодних каникул очень много народу было. Есть, конечно, трудности, но мы с коллективом эти вопросы стараемся решать. Держим и дорогу автозимник в соответствующем состоянии, и расчищаем дорогу. Давайте продолжим этот разговор после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать внутренний туризм в Якутии. И у меня такой вопрос возник. Какие еще... мы начали с того, что раньше были популярны экстремальный туризм, да, сейчас до сих пор тоже горные, там сплавы и так далее. Но есть же еще какие направления, как гастрономический туризм. Ретрит-туры упомянули, да, это такое новое модное направление, когда люди едут там просветляться, медитировать, да, на природу. Есть туризм с посещением музеев, там, да, научные, есть туризм промышленный, что для наших тоже районов актуально, да, промышленных. Такие виды туризма у нас развиваются как-то? Да, давайте я про гастрономический туризм расскажу. Мы за последние 9 лет, когда начали развивать наш гастрофестиваль «Вкус Якутии», мы доказали всем, что Якутия действительно это регион, где вправе называть, что здесь возможен гастрономический туризм. И в прошлом году мы с Марьяной Андреевой, они как компания «Артода Иду», как раз-таки упаковали уже тур-маршрут, гастрономический тур, где участвуют наши рестораны, где мы показываем для туристов, что можно поесть, и кроме этого они знакомятся с нашей культурой, знакомятся со всеми этническими нашими особенностями и объектами. И как раз это, наверное, одно из таких направлений, у которого есть перспектива, и на
этот гастрономический туризм люди специально могут приезжать. Особенно и в событийные мероприятия, и вообще, в принципе, круглый год. Поскольку у нас все-таки есть и сезонность, и есть региональные наши продукты, мы можем показывать весь сезон и чем можно угостить. Наши эксперты, такие как из Москвы, да, Федерация рестораторов, ательеров, они подтвердили то, что в России вот сейчас активно развивается гастрономическая карта России, и мы там занимаем достойное место, как арктическая кухня. И в прошлом году, открыв вот арктический центр Строганины, да, они говорят о том, что да, действительно, Якутия на сегодняшний день это и Кавказ, и Якутия в России является местом гастрономического туризма. И в этом плане мы сейчас активно работаем, развиваем. И многие уже наши коллеги это присоединяются, и мы включаемся в такой огромный проект «Гастрокарта России». Ну, еще как бы не секрет, да, что очень большую часть нашей республики занимает особо охраняемые природные территории, да, приняты поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, вот как они отразились на туризме, это интересно. И вообще в целом, да, как регулируются механизмы сохранности природной экосистемы. Потому что, ну, не секрет, что многие туристы оставляют после себя мусор. Вот для нас это может быть даже не так характерно, но вот я была на Алтае, например, да, там это прямо целая проблема, как они смывают со скал эти граффити, да, так называемые. Вот как вот это вот у нас? Амгинские общественники тоже сейчас поднимают этот актуальный вопрос о защите своей природы, реки, да, именно с части развития туризма, да. Это про Амгу вы говорите? Да, вот про Амгас Амгу. с нами как раз на связи. Василий Иванович Бураев, первый заместитель главы Амгинского района. Здравствуйте, как слышно? Коллеги, добрый день. Слышно очень хорошо. Расскажите, вот как вообще туризм в Амге сейчас развивается? Мы тут выяснили в студии, что у вас очень популярное направление стало в последнее время. И вот как остро стоит проблема с мусором после посещения спасибо туристов. за вопросы. Конечно же, как вы все знаете, да, Амга является жемчужиной Якутии. У нас тут красивейшая река Амга, красивейшая природа, поэтому у нас в самый сезон разгара туристического месяца у нас в день примерно выезжают около 700 машин. Да, это в день. Это по информации ГАИ. У нас в Амге имеется более 30 туристических баз, 4 гостиницы. Из этих 4 работают Круглогодично? и зимой, и летом, да, и зимой, и летом. А также у нас база оказывает услуги по сплаву, по рыбалке. Ну, перечень услуг у них очень обширный. В этом году мы запланировали ТРК Амга, туристический рекреационный комплекс Амга, выделили земельный участок и уже работаем над привлечениями индивидуальных предпринимателей. Желающих очень много, но, к сожалению, да, мы выделяем вот только 2 миллиона субсидию на развитие туристических направлений, поэтому хотелось бы от республики получить субсидию, да, в больших размерах, да, то есть у нас предприниматели нуждаются именно финансовой поддержкой. В этом году у нас ни одна туристическая база, к сожалению, субсидии не получила, поэтому мы исходим только из местного бюджета. Про финансовую Насчет, поддержку мы продолжим в студии. У нас тут как раз министр, вы можете послушать, да, что он ответит. А пока скажите, пожалуйста, вот проблема с мусором, которая оставляет после себя туристы, есть такое у вас? Да, вопрос очень, очень тяжелый у нас. Мы организовываем постоянно субботники, привлекаем школьников, привлекаем безработных через бежит туда, да, и населенные пункты тоже сами организовывают субботники по вывозу мусора, да. Например, в прошлом году из гор Харамахаята за день вывезли 2 КАМАЗа мусора, например. Но тут мы тоже муниципалитеты очень сильно обращают внимание, да, и уже поставляют постоянно, субботники делают. Спасибо, Василий Иванович.
Ну что ж, плавно возвращаемся в студию и переходим к вопросу поддержки предпринимателей в сфере туризма. Вот как субсидирование как происходит? Ну, я бы Действительно хотел ли так? коллегу прокомментировать. У нас действительно проблема с АМГой заключается в том, что сама АМГа, она имеет даже не искусственный, естественный пляж, что затрудняет работу предпринимателей в целом в части организованного туризма. И въезд на все основные пляжные территории, они приходят, не доезжая до АМГи. Поэтому здесь, конечно, мы про эту проблему знаем, и в целом про субсидии перейду плавно, да, вот с федерального бюджета за 2 года, да, вот команде и нашего министерства, благодаря нашим предпринимателям, агентству туризма, мы более 100 миллионов рублей выделили получили, точнее, на выделение для субсидий для предпринимателей. Это долгожданные были наши проекты, и это субсидирование идет по линии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вот. И буквально на днях мы должны объявить конкурс. Общая сумма субсидий у нас составляет 67,5 миллионов рублей. Также буквально недавно мы на 25 миллионов рублей получили на 5 туристических баз очень хорошие суммы для того, чтобы... Ну, это инфраструктура, понимаете? Вы сегодня, несмотря на то, что вот даже там более 30 баз, и в каждом районе все развивают, они все заняты. Сегодня внутренний спрос внутреннего туризма и внешний, он превышает предложение. Поэтому я обращаюсь к предпринимателям, что сфера туризма сегодня, она очень хорошо простимулирована, экономика очень хорошая, поэтому это уже заранее рентабельные объекты в целом. У нас также есть по фонду развития предпринимательства займы. Вообще, как бы, туризм это бизнес, поэтому субсидии это поддержка, а все-таки деньги возвратные. Это хорошая история, тогда мы воспитываем настоящих бизнесменов, которые закладывают в свои ценники возвратные средства. Сумма очень хорошая, до 5 миллионов, 5% в 5 лет. То есть, если посмотреть на банковские ставки, то у нас, конечно, меньше. Мы можем сделать индивидуальные графики. Ну и в целом агентство, конечно, ведет очень большую работу в части консультации, упаковки, маркетинга. Поэтому, если вдруг захотели стать предпринимателем в сфере туризма, конечно, первым делом нужно обращаться в агентство. Они свяжутся с ассоциацией, включат вас в нашу большую семью туристического сообщества, потому что все-таки туризм — это не когда по отдельности кто-то общепит, кто-то гостевые дома, это все вместе, потому что туроператоры создают маршруты, которые идут по всем точкам. Вот примерно как-то так. Ну, я вот, кстати, сколько замечала, да, обычно получается тогда, когда люди действуют сообща. И когда вот нет такого, что там, ты моих туристов переманил, а у нас среди наших туроператоров, среди наших турагентств обмениваются туристами, да, сами, да, там советуют коллег, если я сейчас не могу, я на другом маршруте, вот давай с этими поедь. То есть такое вот сообщество. Да, и действительно... Именно поэтому у нас начинает получаться благодаря предпринимателям, которые вот объединились, и они как одно целое говорят, какие меры поддержки необходимо разрабатывать, какие встречи нужны, что нужно сделать, в принципе. Поэтому мы, как органы исполнительной власти, максимально идем навстречу по всем их инициативам. Дополнить, да, в части вот этих поддержек, наверное, мы могли бы получить больше, но получается так, ну вот я как эксперт, например, от бизнес-сообщества собираю всю информацию и всегда довожу, говорю, вот, и вытаскиваем проблемы. А проблема в том, что вот эти все федеральные меры, они, к сожалению, к нашим территориям не приспособлены, к нашим условиям. Об этом все предприниматели говорят. Мы не можем получить грант или субсидии. А вопрос почему? А потому что критерии, которые разрабатываются там на федеральном уровне, они очень сложны для нас. К примеру, требования 141 да, постановление, под которые могли бы льготные кредиты Сбербанке дать на строительство объектов, мы не попадаем, потому что там требование 50 номерной фонд. 120. И даже 120. 50 хотим. Да, 50 хотим. А есть еще требования федеральные. 7 критериев, по которым грант должны пройти. По 4 критериям мы пройти не можем. И у нас получается, что по баллам мы уже сразу непроходные, скажем так. А какие критерии, по которым мы не можем пройти, вот, кроме количества? Например, вот номерного фонда? последний конкурс, когда мы как субъект участвовали, это на модульные объекты. Первое — это 8 баллов предназначено для новых территорий России.
это ЛНР, Ну, ДНР, да. мгм, Ну, это понятно. понятно. Особые экономические зоны. Да. обязательно. Второй фактор – это особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, в которых мы, Якутия, не Тут входим. тоже не попадаем. Плюс еще в 2019 году Ростуризм ввел новые параметры по субсидированию, и там они разделили Россию по макротерриториям. На Дальнем Востоке в перечень макротерриторий вошли только Приморье, Сахалин и Камчатка. Якутия тоже мимо. Но благодаря тем вопросам, которые мы совместно с нашим профессиональным сообществом делаем, мы уже с Тимуром Юрьевичем вошли во все комиссии, которые есть по арктическому туризму, по дальневосточному и по всем остальным. Вот на последнем совещании выездного комитета Госдумы в Улан-Удэ нам удалось некоторые вопросы продвинуть, и получилось, мы наконец за последние 10 лет Якутия как субъект вошла в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Параллельно еще одной победой, которая является то, что страна в прошлом году объявила о том, что с 1 июля этого года инструктора-проводники и гиды-экскурсоводы должны быть полностью аттестованы. Но на сегодняшний день у нас на Дальнем Востоке по всей стране нет инфраструктуры по их подготовке. То есть это тот случай, когда закон идет впереди того, что сделано. Благодаря нашей совместной роли как региона данный вопрос уже отложен на следующий год. И за этот год мы уже вошли в Федерацию спортивного туризма России. По гидам экскурсоводам мы внедрили национальный компонент, потому что Якутия — это национальный, уникальный регион. Не зная наших обычаев, нашей истории, зачем выходить на линию? И вот такие вроде бы мелочи, но они формируют тот костяк, благодаря которому мы наконец-то находим лазейки и проходим по федеральным программам. Давайте продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы обсуждаем внутренний туризм в Якутии. Вы хотели продолжить про проблематику? Я хотела сказать то, что говорит бизнес, да, мы, естественно, сообща решаем и доносим. Да. Буквально недавно мы также встречались, поскольку на всех уровнях надо говорить об проблемах, чтобы они решились. И мы встречались недавно с депутатом Госдумы Сарданой Авсентьевой. И турсообщество, оно говорило, что нужно сделать. И как раз про эти проекты, федеральные гранты, чтобы донести, чтобы там как-то их поправили и сделали так доступными для наших предпринимателей. Я думаю, когда со всех сторон это решается, и на уровне министерства, да, и депутатов Госдумы, это, наверное, реально будет уже хорошим толчком и решением. Марьяна очень часто участвует тоже во всех этих проектах, и она знает все проблемы, то, что происходит. Проблемы, конечно, есть. Наша отдаленность от инфраструктуры, то есть тот же свет, газ, персонал, который нужно, чтобы они жили на туристических базах, потому что это очень дорого туда-сюда возить. И это все накладывает на большую себестоимость наших продуктов. Тем более у нас холодные зимы, и с этой стороны мы, конечно, пытаемся эти проблемы всегда говорить, озвучивать, что нужна поддержка в инфраструктурной части, в подведении электроэнергии, в подведении газа, именно в каких-то программах для того, чтобы молодые специалисты из туристической сферы могли работать в дальних туристических базах. А сам предприниматель, он не может обеспечить им высокие зарплаты так таковой, да, поэтому если бы на примере для развития туризма было бы такое, что часть, хотя бы на начальном этапе, часть заработной платы гасилась бы из бюджетных средств, а часть сам предприниматель, тогда мы бы имели бы квалифицированных специалистов вообще, которые именно обучены по сервису, по гостеприимству и так далее. Это для нас большая проблема, С потому что... арктических районов, может быть, и можно было действительно начать, потому что мы же поддерживаем, даже есть программы учитель Арктики, врачи Арктики и так типа далее. такие какие-то программы, которые бы именно специалистов в сфере гостеприимства, туризма могли бы удержать именно для работы с туристами, с гостями и так далее, потому что налагать все на предпринимателя это очень сложно, тем более у нас есть большие сезонности и так далее, поэтому... А у меня вопрос к предпринимателям, почему такие дорогие туры у нас? Наверное, предпринимателям вопрос. Я прокомментирую, наверное, слово передам. У нас конъюнктура рынка, она в целом определяется предпринимателями. Есть регулируемые цены, есть нерегулируемые. То есть условия, которые попадают в наши туристические компании, это нерегулируемые цены. Здесь вопрос времени. То есть вопрос конкуренции, как уже сказали, у нас сейчас появляется много компаний, а конкуренция будет регулировать цены.
В целом в Якутию как бы недешево летать. Это всегда так было. И турпродукты, которые сегодня у нас существуют, они не для среднестатистического туриста. Но тем не менее, сегодня мы работаем, и уже не первый год, над тем, чтобы снизить это. В прошлом году на площадке Восточного экономического форума мы подписали соглашение с Ростуризмом, с компанией «Интуриста» для того, чтобы сформировать чартеры, для того, чтобы можно было продавать пакетные туры на не более 50 тысяч с размещением там, на 7 ночей примерно. Да? Вот. Но, к сожалению, сейчас Ростуризм пока что все свои полномочия не передал. Мы остались в состоянии режима ожидания. Полномочия передаются Минэкономразвития Российской Федерации, и после полной передачи мы возобновим вопросу о поднятии чартерных рейсов. Ну и как бы мы не забываем о нашем населении. Мы хотим, чтобы наши тоже достойно отдыхали, дешево летали. Буквально на днях закончился форум с Китаем, с провинцией Хайрудзян. И уже определенные договоренности есть по формированию и регулярных, и чартерных рейсов. Об этом мы уже, наверное, узнаем после Восточно-экономического форума. А вот была же такая мера поддержки на уровне страны, как раз кэшбэк по карте МИР, да, за внутренний туризм российский. Вот нельзя у нас внутри Якутии сделать какой-то якутский кэшбэк? Уже сделали, вот Дмитрий Анатольевич расскажет на примере Горного района. Да, Горный район является у нас первым на Дальнем Востоке, возможно, по всей стране, муниципальным районом, который ввел систему лояльности в виде кэшбэка. Горный район сейчас нашим туроператорам предлагает за каждого человека, который переночевал на объектах размещения горного района, по 1000 рублей за одну ночь. То есть это мера стимуляции наших туроператоров, и, соответственно, когда туроператор уже, это на самом деле механизм вин-вин. Для туроператора это выгодно, потому что себестоимость таким образом увеличится. Но также турист, когда приезжает, он не только 1 рубль оставит, но еще на дополнительные впечатления он готов будет оплатить, если эти услуги будут представлены. Таким образом, мы, возможно, масштабируем вот это мероприятие уже по другим УСам, посмотрим, как это в этом году пройдет в Горном УСе. Ну и возвращаясь к вопросу себестоимости, да, действительно, мы в Якутии живем, все это прекрасно знаем. 7 месяцев минусовых температур, это все отапливать, это все возить. Просто для того, чтобы оказать человеку услугу по продаже чашки чая или чашки кофе, это обязательно человек пойдет в туалет, это смыв 10 литров воды. За продажу 200 миллилитров воды человек потратит еще дополнительно 10 литров. Это все накладывается на стоимость услуг, которые у нас стоят намного дороже, чем в регионах, где есть теплое море. С другой стороны, знаете, это мне напоминает немножко вот ситуацию, когда мы начинали «Вкус Якутии», да, 10 лет назад, когда он начинался, людям было непривычно ходить в рестораны, платить как бы деньги за якутскую еду, которую типа я могу поесть дома, да, и как, то есть 2-3 тысячи рублей я потрачу за итальянскую кухню, а за якутскую как-то вот непривычно было, да. И сейчас, наверное, то же самое вот у многих работает, то есть 60 тысяч рублей на там 5 дней в 5 звездах – это легко, а те же 60 тысяч рублей на недельный сплав по Амге или Сине – это вот прям зачем, если я там могу каких-то родственников, может быть, найти? Ну, по внутреннему туризму я не думаю, что такие есть в части нашего региона. А вот туристы, которые приезжают из других регионов, они с большим удовольствием как бы… Да, и они говорят, что это того стоит на самом деле. Ну, Да. это, конечно, заслуга вот коллег, которые организовали «Вкус Якутии». Ежегодно прямо вот с паровозом вперед шли, доказали. Сегодня «Вкус Якутии» является, наверное, карточкой Якутии в части гастрономии всей нашей страны. Многие приезжают посмотреть на такой термин, как отрицательная термическая обработка. Его вообще раньше в таком понимании не было. Если мы можем мясо поджарить, то мы можем это мясо еще и охладить. Оно точно так же обрабатывается со всеми его же свойствами. Вот. Ну а по поводу цен, вот я продолжу. В любом случае мы будем работать над тем, чтобы нашим коллегам, внутренним туристам с нашего региона могли дешевле. В прошлом году, допустим, по линии Минтранса было субсидировано внутренние перевозки, да, на полярной авиалинии. Было выполнено более 800 рейсов, и в этом году тоже программа будет продолжаться. Над этим работаем, поэтому сфера туризма, она касается 22 косвенно другие отрасли. И с одним рабочим местом в туризме создается 5 рабочих в косвенных отраслях. Ну, это сувенирка, да? Это абсолютно все, абсолютно все. Ресторан. Сегодня вот благодаря политике Арсения Сергеевича, да, вот тема туризма идет вперед, в приоритете стоит, поэтому все и другие отраслевые министерства уже понимают. Мы на уровне органов исполнительной власти начинаем уже консолидировать наш бюджет и направлять его так, чтобы это было максимально эффективно. То есть мы не в разные стороны тратим деньги и не понимаем, куда уходят. Мы уже целенаправленно, в Минобре есть
есть Санкур для детей, в Минпроме есть промышленный туризм, и в каждом министерстве есть определенный там, медицинский туризм. У нас, допустим, Иван Луцкан есть, офтальмолог, о нем знают почти вся страна. И почему бы не использовать его для того, чтобы развивать наш медицинский туризм на территории республики? Чтобы к нам ездили на операции глаз? Конечно, а почему нет? Заодно и отдыхать. Ну, и Да. здесь вот про цены, если чем больше поток будет, естественно, цены будут дешевле. И для того, чтобы поток был, вот по нашему даже направлению гастро, надо сделать так, чтобы как бренд «Вкус Якутии» он был на всей территории России, о нем знали, чтобы хотя бы приехали посмотреть, а что такое строганина, индигирка, да, как у нас происходит даже мунха, да, события у нас. Поэтому здесь, если мы начнем создавать такие бренды и популяризировать, пиарить, да, на внешнем, скажем, рынке туристическом, вот это, наверное, основная задача и наших органов исполнительной власти, да, и тех, кто отвечает за имидж республики. В этом плане нам огромную работу все вместе надо провести. И буквально, я думаю, что вот анонсировать будет большая выставка ВДНХ. Да, наверное, Дима, расскажи вот про это. Надо, чтобы все вовлеклись. Да, выставка «Россия», которая будет идти с ноября месяца по апрель месяц следующего года. Это на ВДНХ 75-м павильоне, где Якутия будет представлена в основе своей как туристический продукт. Там наши же предприниматели будут уже продавать постоянно туры, и все презентационные материалы будут включать и культуру, и еду Якутии, и, естественно, те достижения, которые у нас есть. Сделать так, чтобы любой посетитель площадки на ВДНХ захотел приехать к нам в Якутию за свои денежки. То есть полгода они там будут стоять на ВДНХ? Да. И Целая там поток... программа, и каждый месяц мы будем показывать, презентовать свои особенности, да, то, что мы умеем, народные художественные промыслы свои, да, мы мастер-классы шеф-поваров. И это будет реально привлечение туристов, они больше узнают о Якутии. Зачем сюда ехать и что можно здесь увидеть? Маленькими шажками есть такие, например, вопросы, когда мы даем дополнительные доходы участникам туристического рынка. Это, например, запустили якутские завтраки в отелях города Якутска. Вроде бы звучит легко, но начиная с сельхозпереработки, заканчивая изготовлением посуды, это все сейчас уже продается в купе. Помимо этого, сейчас на Аймекон, как Тимур Юрьевич уже говорил, Восточная Хандыга, Татинский улус, все это уже начинает продаваться, все это начинает упаковываться. То же самое материальное впечатление. Мы научились, у нас очень много прекрасных мастеров, прекрасных людей, которые золотыми руками, которые делают у нас крафтово, дорого, но единично. Мы сейчас должны задуматься о том, какой подарок должен быть у Сунтарского улуса, какой подарок должен быть у Амгинского, Хангаласского и так далее. У каждого нашего района есть определенные такие специфики, есть такие уникальности, благодаря которым, когда мы в наборе, в купе все друг друга будем продавать, появится уже тот канонический сувенир, тот канонический подарок от Якутии, который необходимо везти с собой. Вот над этим работаем параллельно еще. Что такое вкус Хангаласского улуса, что такое вкус Аймеконского улуса. Это все то, что может монетизировать и то, что дает как концептуально направление для доходов наших земляков. Даже запахи вот создали ленские столбы недавно, вот наши предприниматели. То есть, как пример, есть того, что показать. И вот дополню про региональные стандарты. Вот если в продолжение, если все упаковать и сделать так, конечно, у нас сервис и региональные стандарты, они должны быть внедрены. Глава республики в прошлом году говорил об этом, да, дал послание. И мы сейчас, как ассоциация, это активно продвигаем. Гость, турист приехал к нам, он должен понимать, что он находится в Якутии. И он должен есть нашу еду, он должен видеть наши достопримечательности. И это все же из мелочей складывается. О том, как будет оформлено заведение, да, как будет засервирован стол с нашим национальным колоритом, какая скатерть будет, как будет выглядеть официант. И кроме этого мы сейчас еще вот такие внедряем стандарты, как чайная церемония, якутская чайная церемония. Звучит так необычно, да, но это тоже наш региональный компонент. Ведь сейчас очень в тренде началась такой, знаете, гастрономическая дипломатия. И вот нам в эту сторону тоже надо смотреть и развиваться. А вот по экономическим показателям, все-таки туризм у нас до сих пор такая субсидируемая, датируемая сфера, или можно уже говорить о каких-то объемах выступления в бюджет республики от этой сферы? Ну, в целом, по Российской Федерации не более 1% регионы показывают, которые не являются. Да? Вот у нас, допустим, мы сами знаем, что регион сырьевой, да? 80% у нас является от промышленности, да, доход в бюджет. Поэтому необходимо нам продолжить работу по промышленному туризму.
буквально, ну, это, конечно, больше профориентационная работа, да, и буквально вот в Нерюнгринском районе мы должны будем там, в ближайшую десятилетку поставить хорошую гостиницу. Кстати говоря, о гостиницах, буквально в январе этого года у нас закончилась инвестиционная сделка, будет 154 номерной фонд в гостинице, 4-звездочная гостиница «Космос». Это на месте бывшей городской бани на улице Чернышевского. На самом деле давно не обновлялся фонд, и Азимут, Тагандрахан, те гостиницы 4-звездочные, они уже, ну, чуть-чуть устарели, конечно, коллеги следят за ними, но нового нам надо, потому что инфраструктура у нас критическая, вообще вот нагрузку несет. Вот в период ИСЭХа не было ни одного свободного номера. И появится новая гостиница, да? Появится новая гостиница, предположительно, по плану производственных работ, декабрь 2025 года. 5 звезд будет в ней? 5 звезд. Есть переговоры с арабами, да, вот, которые вот, любят Хаят, допустим, но они будут сами инвестировать, сами будут делать. Пока что до этого не дошло, но я думаю, то, что в ближайшем будущем она обязательно будет. Хоть небольшая, но будет. Ну что ж, спасибо всем за этот разговор. Это была программа «Якутия Лайф». Обсуждали развитие внутреннего туризма в Якутии. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайф» на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.